Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Более 1 миллиарда рублей выделено на закупку медицинского транспорта для сельской местности в России. Сколько автомобилей приобретут на эти средства? Владельцы ряда земельных участков вблизи Якутска не могут построить дома. Наш корреспондент разбирался в проблеме. Успешный старт якутских боксеров на чемпионате России. 3 спортсменов вышли в следующий раунд соревнований. Более 1 миллиарда 400 миллионов рублей выделено на закупку медицинского транспорта для сельской местности в России. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Средства направят на оснащение поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Изначально деньги планировалось выделить в следующем году, но из-за ситуации с коронавирусом закупку решили ускорить. Всего планируют приобрести около 2000 автомобилей. Транспорт задействуют для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больнице, а также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов. Работники на удаленке получат право на офлайн. При этом рабочая неделя на удаленном режиме будет длиться 40 часов. А за сверхурочную работу руководство обяжут платить дополнительно. Об этом говорится в законе, который планирует рассмотреть Совет Федерации. В Трудовом кодексе закрепляется 3 вида дистанционной работы. Кроме того, согласно закону, перевод на удаленку не может быть поводом для снижения заработной платы. Из-за нехватки защитных сооружений от паводка владельцы ряда земельных участков вблизи Якутска не могут построить дома. В проблеме разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Купили участок, но разрешение на строительство жилого дома на нем не получили. С такой проблемой столкнулись жители села Пригородное. А все из-за того, что отсутствуют берегоукрепительные сооружения рядом с населенным пунктом. В начале августа мы заключили договор купли-продажи с продавцом. В регистрации у нас прошла 17 августа, и 19 августа мы ее получили на руки, выписку. Никаких ограничений в выписке записано не было. И получается, вот 22 августа мы подали уведомление на строительство. И в начале сентября, 8, по-моему, нам пришел отказ. Но мы в 2012 году еще приобрели его. Вот, частично начали строение, новое строительство, но разрешения пока не получали. А вот в том году, да, уже хотели конкретно построиться, хотели получить разрешение, нам отказали. Злополучные участки не получается даже перепродать. Мы хотели это просто продать, но люди вплоть до суда, некоторые вот продают и аннулируют сделку. Аннулируют сделку, потому что под зону те владельцы, которые новые, и через суд, что верните деньги. А у людей там денег нет, даже такие ситуации. И все права частной собственности, все нарушено. Мы сейчас владельцы участка, у нас кое-что там есть. И мы не можем даже, в принципе, продать, потому что люди разрешения не получат. Не построиться, не продать. Не построится ничего. При этом буквально несколько лет назад здесь возвели новый детский сад и школу, даже проложили дорогу. Все это, по словам жильцов, стало причиной покупки земли и давало им надежду, что микрорайон перспективен и будет расширяться дальше. Значит, это все можно, а теперь подключить участок газификации и построить дом на нем нет возможности. 203-й микрорайон сыпется, все молчат. Никто на это внимания не обращает. А тут если мы построим, у нас 500 метров от протоки, не от Лены, а от протоки. У нас 500-800 метров примерно. Если мы построим, допустим, там одноэтажный, двухэтажный деревянный дом, то все, Лена выйдет из берегов, получается. Вот, в общем, какие-то двойные стандарты непонятные. Дело в том, что с 2016 года постановлением правительства страны запрещено осваивать земельные участки, которые попадают под зону потопления. И когда эти работы начались и определили такие зоны, оказалось, что ряд населенных пунктов попали под данную категорию земель, а их хозяева стали заложниками ситуации. И в 2017 году у нас были установлены в 9 населенных пунктах, это по реке Алдан. Далее вот в 2018 году у нас были установлены 35 населенных пунктах. И вышло уже поручение президента Российской Федерации завершить эти работы уже в 2020 году. По данным МТС, населенных пунктов, которые когда-либо попадали в зону в затопление, было 128.
На сегодня все подобные земли наконец попали в этот реестр. Пока строительство берегозащитных сооружений находится лишь на стадии составления проектно-сметной документации. Далее этот проект должен пройти госэкспертизу, и только потом будут решаться вопросы финансирования из федерального бюджета. А жители села Пригородное бьют тревогу, ведь многие из них продали свои квартиры в надежде, что будут жить в частных домах. Теперь же им приходится снимать жилье. И возможно, что еще не все землевладельцы знают, что их участки также попали в злополучный реестр. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. 1 сентября в Мирнинском ГОК произошли серьезные структурные изменения. Появился Центр комплексного сервиса, призванный объединить в себе ремонтные структуры всех подразделений комбината и вывести эту деятельность на новый уровень. Как это восприняли сами ремонтники и начались ли реальные изменения в лучшую сторону, выяснял Роман Муконин. Сейчас мы производим вибрационную диагностику двигателя после ремонта. 300 киловатт. Двигатель из горнопроходческого комбайна. Устанавливаем датчик, который снимает вибрационные параметры с помощью прибора. Качественно ли отремонтирован агрегат, выясняет Антон Жук. Понять это специалисту по наладке несложно. Он видит нужные параметры, а программа еще и подтверждает, все ли в порядке. Этой работой Антон занимался и раньше, но ему параллельно давали и другие задачи. Соответственно, сроки затягивались. Все изменилось после создания Центра комплексного сервиса. Ремонтников объединили в одну службу. Преобразования, конечно, нужны. Тем более сейчас у нас получается как бы по оборудованию неплохая пойдет сейчас наработка. Будут отслеживаться все ремонты, все, что происходило. Потому что раньше за этим особо никто не следил. Я считаю, что это будет положительная динамика. Плюс у нас действительно и отказов со временем должно быть меньше, потому что прогноз и по запчастям будет, так как будет учитываться все. Отказы, поломки, в связи с чем, как. Вот вы можете даже здесь сейчас в РССУ увидеть, как вот все поменялось, все упорядочилось. Сейчас везде все поразложено, компактненько, ничего нигде лишнего не разбросано. У каждой детали, там, запчасти, материала есть свое место, отношение к определенному участку. Коллеги с рудника «Интернациональный» с этим согласны. У всех ремонтников были схожие проблемы. В составе местных подразделений их работа зачастую отодвигалась на второй план в угоду производственникам. Техника работала на износ, а заботиться о ней было некому. Теперь над ремонтниками встали руководители с профильным образованием. У нас появились специалисты, которые проводят акты расследования по остановкам оборудования. То есть, если раньше оборудование вышло из строя, и мы приступали к ремонту и, грубо говоря, не думали более ни о чем, в данный момент мы проводим расследование, почему, в какой момент, при каких условиях оборудование вышло из строя. Пока у новой службы проблем хватает, но, как говорят сами сотрудники, скоро у них все наладится, и они перейдут на более высокий уровень в своей работе. А техника будет реже ломаться и дольше работать. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Совет отцов Сахаполитехнического лицея помогает матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они выехали к реке Лени в районе села Хатасы для заготовки льда, чтобы после развести его нуждающимся. Этим самым они приобщают детей к традиционному занятию. Подробности в материале Юрия Осипова. Прежде чем начать основную работу, необходимо расчистить территорию. Сначала на лед наносят разметки, чтобы получились ровные ледяные брикеты. Совет отцов Сахаполитехнического лицея Якутска решил помочь матерям из школы своих детей. Лед предназначен для семей, живущих в частных домах и не имеющих возможности самим его заготавливать. Вот мы сегодня как бы здесь, потому что вот это вот важно передать, насколько оказание помощи нуждающимся. В нашем случае это матери-одиночки и многодетные семьи. По признанию членов Совета отцов, сами они не занимались заготовкой льда с детства и считают это упущением. В городе живем, сельской жизни дети наши не знают, и чтобы приобщить их к нашему занятию наших предков, наших отцов, наших дедов, собраться. Вообще по всем пунктам оно очень благотворно влияет на жизнь. Во-первых, вода чистая, да, из нашей реки. Во-вторых, это физический труд.
По словам организаторов мероприятия, это не единичная акция. Таким образом, они закладывают начало традиции – помогать тем, кто нуждается, а также прививать традиционную якутскую культуру подрастающему поколению. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. День хомуса в Якутии отмечается сегодня. Впервые дату отметили в 2011 году. Так, сегодня пройдет торжественное собрание ко Дню хомуса в Республике Саха, приуроченное к 30-летию музея и центра хомуса народов мира на платформе Google Meet. А на канале НВК Саха состоится праздничный концерт. В столице пройдут показы спектаклей Русского драматического театра на большом экране. Впервые в Якутске состоится уникальный проект киноспектакли, организованный кинотеатром «Синема-центр» и театром Пушкина. Спектакли на большом экране стартовали в эту субботу. Первым спектаклем, который увидели зрители, стала известная постановка «Нас обвенчает прилив». Уникальность проекта заключается в том, что зрители смогут насладиться игрой актеров на большом экране и увидеть некоторые сцены артистов вживую. В свою очередь, актеры не менее рады снова встретиться со зрителем, тем более в таком необычном формате. У меня второстепенная роль, но очень интересная, одна из моих любимейших ролей. Спектакль о любви. Мы долгое время, 7 лет мы играли спектакль, потом он был списан, поскольку я уже сказала, что это один из любимейших спектаклей. И сейчас здесь, в данном контексте, прикоснуться вновь к нему, для нас это большая радость. Далее о спорте. 3 якутских боксера вышли в следующий раунд чемпионата России. Спортсмены выиграли свои бои во второй день турнира. В весовой категории до 52 килограммов свою вторую победу на чемпионате записал свой актив 18-летний боксер из Мегино-Кангаласского района Евгений Мартынов. В этой весовой категории свой первый поединок на чемпионате провел и лидер сборной Василий Егоров. Заслуженный мастер спорта разобрал в стартовом бою боксера из Бурятии. Вечернюю сессию второго дня из якутских боксеров закрывал Назар Андреев, представляющий на турнире Москву. Свой первый поединок якутянин тоже выиграл, причем Андреев вырвал победу буквально на зубах в конце третьего решающего раунда. Василий Егоров, двукратный чемпион Европы, побеждал 15. Но при этом, опять же, есть... К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся чуть позже на канале Якутия 24.